Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутске продолжают благоустраивать дворовые территории многоквартирных домов. Сколько дворов обновят до конца года? Симфонические фантазии на тему Якутии и Арктики. Международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние» открылся в столице региона. С первым снегом Якутск. Впрочем, снег с дождем синоптики прогнозируют почти на всей территории республики. О необходимости реализации новой программы расселения аварийного жилья заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, прошедшем в режиме видеоконференции в Москве. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь текущего года. Живущие там граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета, отметил президент России. Нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета. Президент также подчеркнул, что поддержка семей с детьми входит в число приоритетных задач. Он напомнил о введении ряда новых мер поддержки, в том числе нового порядка оплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособия на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом, повторю, в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен. И, конечно, мы должны будем делать это, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша. И вплоть до окончания ребенком школы. Далее о новостях нашего региона. В Якутске в рамках проекта «Мой двор» продолжают благоустраивать дворовые территории многоквартирных домов. До конца года число обновленных столичных дворов должно достигнуть 15, продолжит Власий Сергеев. В текущем году было отремонтировано 6 дворов. Еще на 9 объектах работы завершены на 90%. Эти дворы будут сданы в следующем месяце, когда будут смонтированы малые архитектурные элементы. Отметим, что данный проект реализуется при поддержке главы республики. Мы планировали там порядка 40 дворов, 45 дворов в течение 3 лет. Но вот благодаря поддержке Александра Сергеевича программа расширилась. И сегодня уже мы говорим о 300 дворах в течение 10 лет. Сам проект направлен на то, чтобы довести уровень благоустройства города Якутска до значения такого, что люди бы были довольны тем, что проживают в городе. Благоустройство объектов в рамках проекта «Мой двор» включает в себя работы по укладке асфальтобетонного покрытия и тротуара, установке ограждения, а также возведению современных детских площадок. В облагораживании дворов активное участие приняли и представители управ и управляющих компаний. Работы, которые не были предусмотренным контрактом, допустим, обновление фасада, обновление подъездов, ограждения, они приходили, сами покрасили, но мы выделяли им материальную помощь в виде материалов. 6 современных детских площадок, оборудованные мягким покрытием и безопасными игровыми элементами, уже принимают довольных посетителей. По сравнению с другими, она лучше. Вот сразу видно, что есть покрытие хорошее, и более безопасное. Раньше здесь была старая площадка. Вообще здесь было просто невозможно с ребенком играть. На благоустройство 15 дворовых территорий будет потрачено 150 миллионов рублей. В следующем году планируется провести ремонтные работы в 45 дворах. Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. В селе Толон Ленского района открыли новую школу. Событие для всех жителей Наслега стало значимым, так как его ждали 25 лет. Школа рассчитана на 50 мест, плюс к этому 15 мест детского сада и еще 15 для интерната. Большую часть финансирования взяла на себя районная администрация. Это 254 миллиона рублей. Школа оснащена современным оборудованием, техникой и мебелью. Сегодня сельскую школу посещают 47 учеников и 11 детей ходят в детский сад.
Основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершили на дорогах столицы республики. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Их общая длина 37,5 километров. Это 30 объектов, на 21 из которых заканчивают обустройство съездов, наносят разметку, расставляют дорожные знаки. Также завершают работы на велодорожках окружного шоссе и улицы Ивана Кульбертинова. На этой неделе планируют закончить все работы по нанесению разметок. Протяженность грунтовых дорог с переходным типом покрытия составляет более 10 километров на 6 объектах. Все работы там полностью завершены. В Мирнинском управлении автомобильных дорог тем временем готовят технику, которая будет пробивать зимнюю трассу до Усть-Кута, до Алмазного региона. В ремонтных мастерских к зимнику готовят 2 гусеничных бульдозера. Сотрудники осматривают технику, ремонтируют двигатели и меняют ходовые части. Важно проверить каждую деталь. Путь предстоит долгий. Прежде чем техника начнет обслуживать зимник, ее нужно доставить на тралах до Ленска, затем с Ленска на баржах по реке ее отвезут до Усть-Кута. Чтобы полностью привести зимник в порядок, понадобится 5 единиц техники. Это самый длинный путь для бульдозеров вообще в МУАДе. То есть эти бульдозера, которые со стороны юга, с Усть-Кута проходят 700 километров ежегодно своим ходом по дороге. И не просто проходят, они именно реставрируют дорогу. Все размывы, колею срезают именно ножами и рыхлителями. Как только зимняя трасса будет готова, по ней повезут груз для подразделения «Алроса». Срок открытия усть-кутского зимника зависит от погоды. В прошлом году перевозки с Усть-Кута начались 22 декабря. Проблемы Арктики, транспортной доступности и влияние климата – все эти объемные темы обсуждают на Северном форуме, который уже не первый раз проходит в Якутске. Чем ознаменовался 3-й по счету форум и какие вопросы поднимают в этом году? Об этом в материале Надежды Саханской. Российские и зарубежные эксперты, объединенные общей проблемой. В Якутске продолжает свою работу Северный форум по устойчивому развитию. Основными темами обсуждений в этом году стали проблемы адаптации региональных экономик к изменению климата и таянию вечной мерзлоты. Очень актуальная тема для нас сегодня. И, в общем-то, мы уже имеем какие-то научные результаты по исследованию этих процессов. Но, к сожалению, они подсказывают, что что-то у нас происходит. Насколько это долгосрочно или краткосрочно, пока еще твердого знания у нас нет. При этом надо проводить исследования. Северный форум проводится уже в 3-й раз, и, несмотря на пандемию, он продолжает объединять участников с различных уголков нашей страны. Вообще, Северный форум – это более 400 площадок для обсуждения различных вопросов, связанных так или иначе с многолетней мерзлотой. Вот, например, конференция «Устойчивый север», на которой сегодня поднимаются вопросы об обществе, политике, экономике и экологии на территории Крайнего Севера. Первые попытки создания универсального арктического форума предпринимались в Якутии еще в 90-е годы прошлого века. Однако в полной мере это удалось сделать 2 года назад, когда Якутск принял первый форум. Как подчеркивают сами эксперты, Арктика и Север – разные вещи. Вот про Арктику, да, это шокоустойчивость, это жизнестойкость арктических сообществ, арктической экономики. А Север тут немножко помягче. Тут как-то все-таки поближе к умеренной зоне, и тут можно еще говорить устойчивое развитие. Еще можно. Основной фокус экспертных дискуссий направлен на вопросы изменения климата и реакцию многолетней мерзлоты на потепление в Арктике. Учитывая, что форум проходит всего лишь трижды, многие эксперты сходятся во мнении. Необходимо непрерывно заниматься вопросами северной зоны страны и, более того, применять некоторые методики на практике, не ограничиваясь одними лишь обсуждениями. По мере того, как открывается новая сторона реальности, мы уделяем внимание тем аспектам, которые были недостаточно глубоко или недостаточно детально исследованы, проанализированы. Я бы сказал, что вот лейтмотив или такая очень емкая фраза, которая определяет или задает направленность нашего обсуждения, нашей работы, она очень хорошо звучит по-английски «thinking globally while acting locally». Думать глобально и действовать локально.
И некоторые эксперты действительно планируют выходить на глобальный уровень сотрудничества. В рамках форума предусматривается организация межстрановых диалогов по арктической повестке в целях определения приоритетных и перспективных направлений сотрудничества. Прямые отношения с национальными правительствами не основаны на модели Баренца, морского арктического совета, который существует уже 25 лет. Теперь у нас должна быть такая же структура и здесь, где мы можем работать и независимо от того, что происходит в других частях мира, прочих конфликтов в Арктике. Нам нужно уметь работать вместе, но теперь экологический ущерб добавился к экономическому, и вы знаете, с какой целью, и вы знаете, насколько это повредило местным. Дело в том, почему бы нам не работать вместе. Мы должны уметь это делать. Это все, что я слышал, и мы на это надеемся. Сам форум продлится до 30 сентября. Деловая программа включает в себя около 70 мероприятий в гибридном формате, по итогам которых возможно появление интересных и важных решений. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Концерт открытия 11-го международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» состоялся в Якутске. В исполнении симфонического оркестра «Симфоника Арктика» прозвучали произведения «Симфоническая фантазия Арктика», «Славянский марш Чайковского», «Симфония номер 2 Богатырская» и «Фантазия на якутские темы». Концерт приурочен к 3-му международному северному форуму, также посвящен Дню государственности республики и Дню музыки. Этот концерт является нашей такой ступенью. Мы послезавтра вылетаем для участия в 6-м симфоническом форуме России в городе Екатеринбург. Поэтому хотим показать нашим землякам наше творчество, которое мы будем представлять на этом профессиональном смотре симфонических оркестров. Завершим выпуск информации о погоде. Мокрый снег сегодня выпал в большинстве районов Якутии. Его накануне прогнозировали синоптики. В частности, в южной части республики мокрый снег, в центральных, заречных, Тампонском, Усть-Майском районах небольшой, местами умеренный снег и дождь, говорится в сообщении. При этом возможен порывистый ветер со скоростью до 9-14 метров в секунду. В Анабарском и Булунском районах также местами выпадет мокрый снег. Скорость ветра составляет до 15-19 метров в секунду. В Якутске утром и днем аналогичная погода. Пройдет снег с дождем, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Впрочем, снег в столице уже выпал, но с потеплением днем наверняка быстро растает. К этой минуте это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.